В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Алданском районе при столкновении машин погиб один человек. Виновник аварии скрылся, бросив пассажиров. Якутия стала лидером по количеству проектов победителей президентских грантов в Дальневосточном федеральном округе. Игры Манчары обретут свой сайт и специальное приложение, запуск которых ожидается в ближайшее время. Один человек погиб, 4 получили различные травмы в результате аварии на федеральной автодороге Лена в Алданском районе. Установлено, что водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил выезд на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Водитель встречной машины скончался от полученных травм на месте происшествия, и его личность устанавливается. Также в салоне автомобиля находились 2 пассажира, один из которых подросток 2005 года рождения. Он госпитализирован с места происшествия с тяжелыми травмами в реанимационное отделение. Второму пассажиру назначено амбулаторное лечение. Водитель «Тойоты» скрылся с места происшествия, оставив автомобиль с пострадавшими пассажирами. В настоящее время виновник ДТП разыскивается. Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу. В нем прописано, что доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Согласно закону, источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка газораспределительная организация, которую теперь можно направлять на финансирование последней мили. Кроме того, средства могут быть привлечены через механизм льготных кредитов и займов единым и региональным операторами, как центрами ответственности за газификацию регионов. Дочерние компании «Алросагаз» ценят специалистов с большим опытом. Один из них – Владимир Сидоров. Оператором добычи газа он работает больше 20 лет. Почему их называют людьми, которые отвечают за голубое топливо, узнавала Иванна Филиппова. Владимир Сидоров проводит продувку оборудования для отделения газа от примеси. Именно сюда, в установку комплексной подготовки газа, из скважин поступает голубое топливо. Работа оператора очень ответственная. Хоть и большая часть процессов автоматизирована, необходим контроль. Все зависит от нас. Как будет скважина работать, как будет подаваться, в каком количестве газ на газопровод. Задача службы – подготовить газ к транспортировке. Отсюда голубое топливо попадает в магистральный газопровод. Далее транспортируется на основные объекты «Алроса» – котельные, рудник «Интернациональный» и другие. Также газ провели и в село Тасюрях. С его вводом жизнь сельчан поднялась на новый уровень. После смены Владимир Сидоров спешит домой, где его ждет семья, любимый внук. Привет. Владимир считает себя счастливым человеком. Есть любимая работа и надежный тыл – семья. За столом домочадцы с удовольствием рассказывают будние новости. Вместе решают насущные вопросы. Отец большого семейства в свободное время любит охотиться и рыбачить. У них свое хозяйство. Все натуральное. Сливки, кюрче, у нас вот творог. Детей и внуков с малых лет приучают труду. Ребята помогают родителям во всем. Только своим примером можно привить любовь к работе, говорит Владимир Сидоров. В деревне жить хорошо, все свое. Главное, чтобы работа была. А если есть работа, мы будем вот так строить дома, растить детей и внуков. Нефтегазовой отрасли Владимир посвятил больше четверти века. Его мечта – передать свой опыт детям. Возможно, через несколько лет сыновья продолжат его дело. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Сквер в городе Нерингри приведут в порядок. Правда, руководство города и управление архитектуры при главе Якутии потребовали от подрядчика исправить недочеты, допущенные организацией при строительстве. Сквер не был доделан до конца, а некоторые конструкции пришли в негодность спустя несколько месяцев зимы.
Напомним, что сквер появился здесь в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды. Строительством сквера занимался подрядчик в лице ООО «ТИТ». Работа в минувшем году им не была доделана. Более того, уже в этом году стали очевидны недостатки уже выполненных работ. Сам подрядчик это объясняет тем, что в ходе строительства заказчик несколько раз вносил изменения в проекте. Из-за этого работы были начаты позже и велись до глубокой осени. В августе только начали работать. Август-сентябрь. Так и уже время уже было потеряно, не успели. И уже здесь же сами знаете, погода какая. В сентябре уже снег. Мы признаем, что качество в некоторых местах очень плохое. Сейчас будем все это восстанавливать, конечно, демонтаж и уже заново. Подрядчик пообещал администрации города до 1 июля устранить выявленные недостатки по опорам освещения, водоотводным лоткам, а также переделать дорожки с деревянным и резиновым настилом. Отметим, что общая площадь сквера составляет более 7 тысяч квадратных метров. Еще будут устанавливаться детские игровые комплексы, так называют перголы, навесы, цветники. В данное время вчера приехали подрядчики, мы надеемся, что завтра они начнут работы. Дня через 2, обещают понедельник, вторник, что привезут уже с Якутска сами игровые детские комплексы для дальнейшей установки. Тем не менее, сквер возле второй школы уже стал любимым местом для детворы и жителей близлежащих домов. Мы очень рады, что нам сделали здесь сквер. Очень хорошо, но не доделали. Надо доделать, и будет красиво. И не убираются. Поначалу начали, что-то урны чистили, а школьники здесь поубирались, а сейчас, видите, снова какая грязь. Тут вечерами столько народу сидит, и с детьми, и все. Очень хорошо, сквер хороший, но недоделанный. А мусор на территории будет убираться, когда сквер будет принят заказчиком, управлением архитектуры при главе Якутии. И тогда администрацией города будет подписан договор об обслуживании данной местности. А пока нерингринцам остается надеяться, что все недоделки будут устранены, и уже 1 июля сквер приведут в божеский вид. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Якутия на первом месте по количеству поддержанных проектов фондом президентских грантов. Так, по итогам второго этапа конкурса 32 организации из республики получат более 22 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Они были представлены из 14 районов и городов Якутии, 3 проекта из Кобяйского района, по 2 из Усть-Алданского и Хангаласского, по 1 из Амгинского, Горного, Верхоянского, Верхневилюйского, Татинского и Чурапчинского районов. Фонд поддержал заявки по 10 направлениям: по охране здоровья граждан и пропаганде ЗОЖ, поддержке проектов в области науки и образования, в области культуры и искусства и поддержки семьи. В Якутии определен лучший исследователь. В Министерстве внутренних дел по республике прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Среди сотрудников органов предварительного следствия участники достойно справились с заданиями, показав высокий уровень профессионализма. Победителей и призеров конкурса в торжественной обстановке наградили дипломами и ценными призами. В непростой профессиональной борьбе участие приняли лучшие исследователи со всей республики. У нас первый день прошел теоретически. Это у нас конкурс по правовой подготовке. Потом прошел конкурс по огневой подготовке, также по физической подготовке. И сегодня у нас конкурс по медицинской и по осмотру места происшествия. Победитель поедет участвовать во всероссийском конкурсе, и он будет представлять нашу республику в Краснодарском университете МВД России в сентябре этого года. По результатам всех этапов конкурса дипломом 3-й степени был награжден следователь отдела МВД по Мегино-Кангаласскому району старший лейтенант юстиции Матвей Николаев, а начальник отделения следственного отдела МВД России по Мирнинскому району майор юстиции Вадим Бабенов удостоился диплома 2-й степени. И самой главной наградой дипломом 1-й степени был награжден старший следователь Следственного управления МВД по республике капитан юстиции Иннокентий Кузьмин.
Патриотическая акция по раздаче ленточек в цветах российского триколора проходит в Якутске в рамках празднования Дня России. Акция стала доброй традицией для главного праздника нашей страны. Она призывает граждан к патриотизму, формирует у подрастающего поколения желание личного участия в изучении и сохранении Отечества. Раздача лент ведется в торговых точках города Якутска. Мы все люди разные, мужчины, женщины, дети, старики. Кто-то рабочий, кто-то учитель, кто-то водитель, кто-то живет на Кавказе, кто-то живет на Сахалине, да, но мы все живем в России. Вот это то, что нас объединяет. Наши точки расположены здесь, в ТРК Туймада. Также находится в Саха-экспоцентре, в торговом центре ЦУМ и проспект. 2000, наверное, раздали. Вот сегодня постараемся все закончить. Фан-зона для болельщиков футбольного чемпионата Европы открылась в Санкт-Петербурге. На территории Конюшенной площади установили вышки с экранами, на которых будут транслироваться матчи. В одном из павильонов фан-зоны художник Арсений Поженков, больше известный как Покрас Лампас, принял участие в создании арт-объекта из 432 футбольных мячей. Другую свою работу, полотно со словом «Единство», художник представил на выставке в Центре искусства и музыки имени Владимира Маяковского. Отмечу, Россия проведет первый матч сегодня. Соперником команды выступит сборная Бельгии. Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Для игр Манчары запустят сайт и специальное приложение. Это позволит более оперативно передавать информацию, а соревнования станут более доступными для любителей спорта. Также трансляции будут организованы на региональном телевидении. Для освещения привлекут федеральные и республиканские средства массовой информации, блогеров, благодаря чему посмотреть игры Манчары можно будет в любом уголке мира. На этом вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.